Здравствуйте, дорогие ученики! С вами ваша учительница Талжан. Давно не виделись. Многие из вас все еще учились в начале июня. И я, наконец, могу вас всех поздравить с окончанием учебного года. И надеюсь, что вы хорошо проведете ваши каникулы. Я вам от всего сердца этого желаю. Сегодняшняя наша тема, дорогие ученики, как можно создавать такие предложения, как «мы ученики», «вы ученики», «они ученики». Раньше мы с вами образовали такие предложения, как «я ученик», «ты ученик», «вы ученик», «он ученик». Это будет то же самое, только уже во множественном числе. А что такое во множественном числе? Это значит, когда несколько человек говорят о себе. Или мы говорим о нескольких людях. Итак, начнем. Как можно сказать «мы ученики»? Для этого мы должны вспомнить, как сказать «я ученик». Или просто для сравнения. Возьмем «я ученик». Не буду вас мучить, сразу же скажу. «Я ученик» — это «мен окушымын». Теперь оставляем слово предложение «мен окушымын» и сравним, как можно это сказать на множественном языке. «Мы ученики». «Мы» — это «без», ученик окушы. И вместо того, чтобы сказать «мын», мы в конце добавляем множественное уже окончание. И получается «без окушымыз». Изменилась только одна буква «з». «Н» меняем на «з». «Без окушымыз». Попробуем это сказать на втором лице. «Вы ученики». В единственном числе будет «сен окушы сын». А как сказать на множественном? «Сен дер» — это «вы». «Сен дер» окушы. Потом добавляем то же самое «сын». И в конце добавляем множественное окончание «дар». И что мы получили? В единственном числе «сен окушысың», а во множественном числе «сен дер окушысың дар». Ясно, да, пока все? По той же логике создаем второе лицо в вежливую форму, только уже во множественном лице. И что у нас получается? В единственном числе «сіз окушысыз», во множественном «сіз». И добавляем то же самое окончание «дер». Мы уже слово превратили во множественное. Вы — это взрослый человек, взрослые люди. Ученик окушы. Потом добавляем «сын», как в единственном числе, да, «сын» окончание. И после этого еще одно окончание множественное «сын дар». То есть мы видим, что разница состоит только во множественном числе. «Сен окушысың», «сендер окушысың». Только добавляем «дар». Еще одно дополнительное окончание. И в третьем лице. Ол окушы, он ученик. Как будет во множественном? Теперь уже будет не он, а они. Они в казахском олар. Здесь тоже есть множественное окончание, если вы обратили внимание. Олар. Теперь окушы. И добавляем также множественное окончание лар. Олар окушы лар. Они ученики. Хорошо. Давайте теперь подытожим, что у нас получилось. Мы ученики. Без окушымыз. Вы ученики. Сендер окушысың дар. Вы ученики, уже не дети, а к взрослым обращаемся. Вы ученики. Сіздер окушысыз дар. И, наконец, третье лицо. Они ученики. Олар окушылар. На этом мы с вами завершили урок. До скорых встреч!